Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина, и вот о чем сегодня в выпуске. Право вето. Сначала нужна инфраструктура, да, правильно, а потом уже строить жилые комплексы такие большие, такие многоэтажные. Остановит ли застройку пригорода Казани и почему этот вопрос назрел, расскажет Рамиль Шайдуллин. Визит в Венгрию. Наши дорогие друзья из Татарстана, благодарим вас за то, что вы к нам приехали. Как прошел национальный праздник и о чем Рустам Минниханов говорил с лидерами государств, увидел Дмитрий Аренин. Чтобы через века пронести свою самобытность. Возрождая материальные наследие, мы одновременно должны придать значение духовному нашему развитию. В Казанском Кремле сегодня подвели итоги фестиваля «Возрождение. Эпос в современном прочтении». Подробнее расскажет Вероника Гайнутдинова. Власти республики наложили вето на выдачу разрешений на застройку пригорода Казани. По уже выданным за 10 лет проведут аудит. О таком значимом решении Рустама Минниханова сегодня сообщил мэр Ильсур Метшин. Все это касается застройки в направлении аэропорта, Пестричинского и Лаишевского районов. Дело в том, что развитие пригорода столицы шло без долгосрочного планирования. Дорожная и социальная инфраструктура не успевали за темпами жилищного строительства. Как итог, поселки есть, а школ и больниц нет. Рамиль Шайдуллин о бесконечных проблемах дешевого квадрата и чем обернется вето в это лето. Кипит стройка, возводится минимум 8 жилых домов и расширяется один из самых известных пригородных жилых комплексов, который многие даже считают казанским, но все же он находится в Лаишевском районе. Казалось бы, до города 5 минут, но утром в час пик, когда люди едут на работу или отводят детей в школу, которых здесь все еще нет, эти 5 минут превращаются в полчаса, а то и час. Это жилищный комплекс «Южный парк». Единственный путь отсюда до города – это Оренбургский тракт, и он уже не справляется с трафиком, но дома продолжают строить, а школы даже спустя 5 лет нет. Построили детский сад, но и мест уже тоже нет. Некоторые не попали. Вот мы попали, нам повезло, как говорится, некоторые не попали. Проблема с пешеходным переходом. Мы также приступаем, ходим через дорогу с детьми на колясками. С садиком проблемы. Со школой, конечно же. О недостатке школ и детских садов в пригороде говорили и на недавней августовской конференции учителей. Из-за несогласованности строительства на границе Казани жители остаются без школ и детсадов. В итоге детей везут в Казань, и в городе уже появились школы с 15 первыми классами. 40% школ работают в 2 смены. Мы вынуждены исправлять ситуацию в авральном порядке, хотя ее можно было не допустить на этапе формирования планов застройки на муниципальном уровне. Раис республики наложил временное вето на выдачу разрешений на строительство в Лаишевском узле, в районе аэропорта и близ Куюков. Еще 1,5 года назад Рустам Минниханов давал свое первое поручение – строить жилые дома в пригороде с учетом развития дорожной и транспортной инфраструктуры. Мы эти вещи немножко упустили. И наш вот этот пригород хаотично развивался за это время. Сейчас мы уже накушались. И школа нужна, то это. Ведь бизнес что? Бизнес, он очень прагматичный. Они построили, продали и до свидания. Но, как сегодня отметил Ильсур Метшин, застройщики руководства республики не услышали. Идет активная стройка в сопредельных муниципалитетах. И, к сожалению, несмотря на то, что президент несколько раз достаточно жесткой формулировки требовал соблюдать и вопрос социальной инфраструктуры, самое главное дорожно-транспортной, но сделано не было. И вот принято решение провести полный аудит, но что, скорее всего, мнение такое, что это будет ИЖС, а продолжение строительства высотного жилья только там, где позволяет дорожно-транспортная сеть и учтена развитие социальной инфраструктуры. Выдача новых разрешений временно прекращена. Документы за 10 лет пройдут аудит. Муниципалитетам и Институту пространственного развития поручено внести изменения в генпланы и проекты планировок территорий соседних районов, оценить ситуацию и внести свои предложения. По словам Ильсура Метшина, теперь разрешения на строительство будут выдаваться только опираясь на эти документы и четко продуманные планы. Сначала нужна инфраструктура, да, правильно, а потом уже
строить жилые комплексы такие большие, такие многоэтажные. В мэрии заявили, к дорожной карте по реализации задания Раисы Татарстана приступят уже сегодня. Впредь строители будут отвечать не только за удобство жителей внутри квартир, но и за инфраструктуру в жилищном комплексе. Отдельно Минтранс займется разгрузкой Оренбургского тракта. Выданных разрешений уже столько, что если бы в строй ввели все объекты, то нагрузка на дорогу выросла бы еще в 9 раз. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Продолжим выпуск с событием, имеющим важное международное значение. В эти выходные Рустам Минниханов провел встречи с лидерами нескольких стран. Раис Татарстана по приглашению венгерской стороны принял участие в мероприятиях по случаю государственного праздника в Венгрии Дня Святого Иштвана. Эта дата определена как день основания венгерского государства. На празднование приехали первые лица целого ряда стран – Турции, Катара, Сербии, Азербайджана, Туркменистана и других. На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Рустам Минниханов отметил, несмотря на ситуацию в мире, наши отношения являются устойчивыми и дружественными. Подробнее о деталях европейского визита Раиса Дмитрий Аренин. Будапешт встретил Рустама Минниханова такой же погодой, как и в Казани, плюс 30. Из аэропорта он отправился к премьер-министру Виктору Орбану. Раиса республики Виктор Орбан встречает лично. Прогуливаясь по резиденции, руководители вспоминают, первое соглашение сотрудничества между Татарстаном и Венгрией было подписано еще в 1992 году. Рустам Минниханов поблагодарил Виктора Орбана за теплый прием и отметил, несмотря на ситуацию в мире, наши отношения все равно являются устойчивыми и дружественными. Как рассказал Виктор Орбан, в Венгрии любят праздновать национальный праздник вместе со своими друзьями. Наши дорогие друзья из Татарстана, благодарим вас за то, что вы к нам приехали. Для нас это большая честь. По итогам прошлого года татарстанско-венгерский товарооборот вырос более чем в 2 раза и составил порядка $1 миллиарда. Взаимодействуют крупные предприятия, ведется сотрудничество в сфере АПК, здравоохранения, транспорта. В ходе беседы премьер-министр вспомнил свой последний визит в Татарстан. Мы никогда не забудем, с каким гостеприимством нас принимали в Казани. Я даже не... Да, 8 лет. Так что наилучшее пожелание семье. В Будапеште Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Он подчеркнул, несмотря на ситуацию в мире, Босния и Герцеговина категорически против санкций в отношении России. Рустам Минниханов выразил признательность за последовательную позицию по вопросу сотрудничества с Россией. Раис республики обратил внимание, что Татарстан и Босния и Герцеговина практически сходны по территории и населению, в частности в межконфессиональных вопросах. Большое спасибо за возможность встретиться. Да. Тем не менее, мы здесь вот сегодня приехали. Да. И есть возможность с вами встретиться. Милорад Додик рассказал, что неоднократно встречался с президентом России и выразил глубокое уважение Владимиру Путину. Сейчас готовится мой визит в Россию. И когда будет возможность, я с удовольствием посетил бы и Казань. В Будапеште Рустам Минниханов посетил чемпионат мира по легкой атлетике. На него были приглашены почетные гости национального праздника Венгрии. В кулуарах Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Говорили о предстоящих визитах делегаций. Хорошая организация. Рустам Минниханов посетил торжества по случаю Дня образования Венгрии. Здесь они вновь пообщались с Виктором Орбаном. Раис республики поблагодарил его за гостеприимство. Мы молимся за вас. Дмитрий Аренин, Марат Хусаинов, ТНВ, Венгрия. Тяжелая утрата для республики и всей страны не стала Льва Васильева, первого генерального директора и создателя КАМАЗа. Он скончался сегодня ночью в возрасте 98 лет. Лев Борисович возглавлял завод 12 лет с начала возведения автогиганта и строящегося рядом с ним города до сдачи в эксплуатацию второй очереди. Создал уникальный кадровый потенциал, привлекая в челны лучших экспертов со всей страны. Параллельно занимал должность заместителя министра автомобильной промышленности СССР. Затем возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов Советского Союза. До этого Лев Васильев работал на заводе «Москвич», где прошел трудовой путь от инженера до директора. Был удостоен звания Героя социалистического труда, награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Трудового Красного Знамени. Сегодня у здания Генеральной дирекции КАМАЗа в Набережных Челнах прошла церемония возложения цветов к памятнику основателю автогиганта.
Наша компания всячески его поддерживала. Обязательно сообщали ему все новости по КАМАЗу. Он до последних дней жизни никогда не оставался равнодушным. В ближайшие дни в среду состоятся похороны. Земля ему будет пухом. Скорбим вместе с его семьей. Как и Сергею Анатольевичу, приходилось довольно часто общаться и по телефону, и лично с Львом Борисовичем. Скажу я вам, это настоящий характер. Это настоящий генерал. Телеграмму со словами соболезнования супруги Льва Васильева Инне Вениаминовне отправил Рустам Минниханов. Райс Татарстана подчеркнул, из жизни ушел выдающийся руководитель, с именем которого связаны строительство камского автогиганта и города Набережные Челны. Масштабная, неординарная личность. Лев Борисович при жизни стал настоящей легендой. Его колоссальное трудолюбие, целеустремленность, умение сплачивать и вдохновлять окружающих на активную работу и сегодня с безграничным уважением и признательностью вспоминают камазовцы. Таким сильным, талантливым руководителем, светлым и щедрым душой человеком Лев Васильев остается в благодарной памяти татарстанцев, говорится в телеграмме Райса Республики. В Казанском Кремле сегодня подвели итоги фестиваля «Возрождение. Эпос в современном прочтении». Ментимир Шаймиев вручил благодарность организаторам, артистам, благотворителям, которые внесли весомый вклад в проведение столь значимого события. Оно прошло в Болгаре в июле и собрало больше 70 тысяч гостей на исторической земле. Идея фестиваля принадлежит государственному советнику республики Ментимиру Шаймиеву. Чей труд сегодня оценили, расскажет Вероника Гайнутдинова. Все знакомые до одного. Это уже сплоченная команда. Всех сидящих в зале Ментимир Шарипович знает лично. Каждый из приглашенных вносит большой вклад в сохранение и развитие культурного наследия республики. Ментимир Шаймиев подчеркивает, восстанавливая материальное наследие, возрождаем и духовное, благодарит за это каждого. Постановление Болгар с вами в течение 10 лет с усилием всей республики и благотворителей в целом, безусловно, с поддержкой правительства и государственных органов республики сделали. И получается. А нынешний фестиваль, который мы провели, она же уже называется «Эпос в современном прочтении». Это Ренат вот здесь сидит, кажется, и режиссер сидит. Они понимают, мы часто советуемся, но ведь до этого надо дойти было. Фестиваль «Возрождение. Эпос в современном прочтении» в Болгаре прошел в июле. Идея его создания принадлежит Ментимиру Шаймиеву. В течение 9 дней он объединил представителей разных национальностей и религий, которые через века пронесли свою самобытность. Второй год под открытым небом на фоне Черной палаты гостям представили и оперу-легенду «Кара Пулат». В зале сегодня авторы, режиссеры и актеры. Первую благодарность от Ментимира Шаймиева получила творческая группа «Кара Пулат». Хотелось бы, чтобы это произведение продолжало жить и продолжало радовать, потому что в этом произведении есть нечто такое, которое для любой эпохи и для любого народа дает что-то позитивное. За время фестиваля гости увидели эпосы народов России, Киргизии и Болгарии. После этих мероприятий я поехал в Карелию, в служебную командировку. Даже там уже в Карелии знают, что их национальный театр выступал у нас, и они просто-напросто в таком большом восхищении, как мы встретили, как они выступили, как их принял народ. На фестивале представили вышитую карту Татарстана. Над ней полгода трудились мастерицы всей республики. Сегодня организаторов этого проекта поблагодарил Ментимир Шаймиев. Болгар – это место силы, и соединить вот эту вот эпическую составляющую, эту историю, на которой как бы любой мастер, он основывается, когда создает свои изделия, он на что-то основывается. То есть и поэтому, соединив вот это вот несоединимое, и в то же время дав им импульс на следующий год, я думаю, что мы как бы в следующем году получим и от наших мастеров что-то новое. 100 мастеров народных художественных промыслов работали, 65 дизайнеров работали из разных стран, из разных регионов. Мы же видим через их одежду, через их эпосы
как они тоже изучают корни своего народа. Фестиваль провели на грант президентского фонда культурных инициатив. Вклад несли и благотворители. Минтимир Шаймиев благодарит и их. Когда мы смотрели «Карапулат», да, и со мной были гости, которые приезжают уже не первый раз в Татарстан, уже не первый раз посещают Болгара. И мне не надо, говорит, переводить, потому что, говорит, все, говорит, языком света, языком, говорит, музыки, говорит, все передается, говорит. И настолько восхищены, что мы умеем сохранить и дорожить то, что нашими предками создано и построено, а нам удалось все это восстановить. Награды из рук Минтимира Шаймиева сегодня получили 50 человек. Каждый из них внес свой вклад в придание духовному наследию и современное звучание. Мы способны на это дело расти сами, понимать, возрождая материальное наследие. Мы одновременно должны придать значение духовному нашему развитию. Вероника Гайнуддинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В каком из частных казанских зоопарков нашли нарушения и почему ветеринары не следили за состоянием животных? Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Все ремонтные работы в школах завершить до 25 августа. Такое поручение дал сегодня глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Сейчас в 6 школах ремонт еще не закончен. Предстоит завершить отделку в столовых, оснастить контрольно-пропускные пункты, подготовить классы и благоустроить пришкольную территорию. Масштабные изменения ожидают учеников гимназии имени Резаэддина Фахриддина. Школу полностью обновили по федеральной программе. Ремонт обошелся в 400 миллионов рублей. Количество детей в классах планируют увеличить до 30 человек. Горячую линию по вопросам образования сегодня провели члены Республиканского женского депутатского объединения «Мерхамет Милосердие». В работе также приняла участие уполномоченная по правам человека в Татарстане Сырья Сабурская. Сегодня обратились более 50 человек. Актуальными остаются вопросы зачисления детей в садик и школу. Особенно это характерно для новых жилых микрорайонов. Также были обращения по поводу организации бесплатного горячего питания в школах и летнего отдыха детей. По всем заявлениям составили карточки для более детального изучения вопроса и привлечения к работе профильных учреждений. Мне очень приятно, что вопросов сегодня значительно меньше. Нет вопросов, которые бы были заданы с каким-то надрывом, с каким-то неудовольствием, с каким-то осуждением. В общем, стараемся все вопросы, которые связаны с вопросом образования и воспитания, обязательно выезжать в образовательную организацию для выяснения ситуации. Встреча с учителями, с администрацией, с самими родителями. Городские автобусы Нижнекамска переполнены. Сейчас на маршрутах курсируют 45 машин. Для решения вопроса нужно еще 40 автобусов. Дело в том, что трафик вырос с 5 до 7 миллионов пассажиров и идет высокий процент износа техники. Как сообщил глава района, на уровне Нижнекамска вопрос не решить, нужно попасть в программы. Сейчас по автобусам идет работа с республикой. По обновлению трамвайного парка намерены добиться включения в федеральную программу. Еще один важный вопрос – загруженность основных магистралей, особенно в промышленной зоне. Рамиль Мулин предложил руководителям предприятий пересадить своих сотрудников на вахтовые автобусы и решить проблему нелицензированной техники, которая ночует вдоль дорог. В части развития общественного транспорта нам нужно уже думать о развитии не только городского, но и перевозки в промышленную зону, перевозки наши сады, огороды, развитие междугородних перевозок. Это лето запомнится не только аномальной жарой, но и резким ростом числа пациентов, подхвативших кишечные инфекции. Как говорят врачи, это болезнь грязных рук. Соблюдение элементарных правил личной гигиены может вас обезопасить. Но если избежать заражения не удалось, помогут сорбенты. Стараемся все-таки мыть руки и заботиться, чтобы таких инфекций не было. Потому что уже, можно сказать, опытом горьким тоже научены. Норовирус, энтеровирус, ротавирус и еще целый ряд так называемых летних инфекций, с которыми казанцы сталкиваются каждый год. Основные возбудители кишечных болезней – бактерии и их токсины. Как правило, болеют ими люди независимо от возраста, но особенно опасны вирусы для детей, говорят специалисты. Важно обращать внимание на симптомы. При первых же сразу обращаться к врачу. Настороженность дает, что мы сразу не начинаем лечение. То есть вначале у человека появляется слабость,
слабость, какой-то упадок настроения, сонливость, отсутствие аппетита. Более позднее лечение может вести к осложнениям. Грязные руки, немытые фрукты и овощи, пара глотков некипяченой воды. Этого достаточно, чтобы заразиться кишечными инфекциями. Они ждут, когда мы дадим слабинку, расслабимся. То есть мы забудем помыть руки, забудем помыть овощи, фрукты. И они очень быстро попадают в наш организм и, конечно, приводят к проблемам. Поэтому в летнее время во много десятки раз по статистике идет рост заболеваний кишечных инфекций, отравлений. Если заражение или отравление все-таки произошло, важно правильно бороться с симптомами болезни. Могут помочь облегчить их сорбенты, например, полисор. При кишечных инфекциях мы рекомендуем использовать порошковые адсорбенты. Адсорбенты, они совершенно безвредны, особенно что касается детей. Мы даже с грудничкового возраста можем давать адсорбенты. То есть они не всасываются в кровь, и поэтому быстро, прямо со 2-й, 3-й, 4-й минуты начинают уже действовать и выводить токсины из организма. Медики еще раз напоминают, кишечные инфекции опасны прежде всего для детей. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Специалисты подчеркивают, у сорбентов есть противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. До Дня Республики остается больше недели. Первые мероприятия начнутся уже завтра. На праздник подготовлена масштабная программа. За 8 дней перед казанцами и гостями города выступят артисты, фигуристы. Можно будет попробовать кухни всего мира и многое другое. Палитра предстоящих торжеств в нашей афише. Завтра в центре внимания казанцев парк Горького. Здесь завершится проект «Древо жизни». Коренные народы Татарстана познакомят гостей со своей культурой. В субботу артисты театров проведут перформанс «Голоса Казани». Прочитают стихи с балкона мэрии. Действо будет сопровождать световое шоу. Специальный гость Ольга Кабо. Для нас это ответственно. И в прошлом году очень было много зрителей. И сейчас немного и боимся. Ожидания такие, потому что, хочется повторить прошлогодний успех. В субботу на Марджане откроется фестиваль новой татарской культуры «Сенной базар». В воскресенье на Баумана пройдет первый фестиваль уличных музыкантов, а музыкант со всероссийской славы, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец выступит на традиционном гастрофестивале на озере Лебяжьем. Гости смогут попробовать широкий спектр блюд от татарской национальной выпечки, мексиканского буррито до модного стритфуда, французских сыров, итальянской пиццы, жареного мороженого, узбекских сладостей и множество других интересных блюд. Главные торжества 30 августа в Казанской ратуше вручат государственные награды. В течение дня ожидается ледовое шоу Евгения Плющенко, открытие парка у набережной Ноксы, оперный фестиваль «Казанская осень», фестиваль Таткультфест, скачки на ипподроме и многое другое. Добираться до площадок лучше на автобусах. Они будут курсировать до половины 12 ночи, метро до полуночи. Кто будет передвигаться на личном авто, следует обратить внимание на перекрытые улицы. Надеюсь, что несмотря на временные неудобства, связанные с изменением маршрутов проезда автотранспорта и проведением досмотровых мероприятий, жители города и гости столицы отнесутся с пониманием к предпринимаемым мерам безопасности. Хедлайнеры праздника – известные российские исполнители Клава Кока и Джонни. Они выступят у Центра семьи Казан. Будут петь и звезды татарской эстрады Гузель Уразова и Ришат Тухватуллин. Завершится день салютом. Рамиль Шайдуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Татарстанская команда по водному полу «Коссинтез» готовится к новому сезону. 29 сентября стартует чемпионат России. В начале месяца спортсмены проведут сборы в Волгограде. В этот сезон «Синтез» входит с новым главным тренером. Наставником ватерполистов стал Евгений Ярощук. Он воспитанник казанского клуба, обладатель Кубка России, многократный чемпион страны. Сегодня его представили журналистам на предсезонной пресс-конференции. Евгений Ярощук в составе «Синтеза» сыграл 15 сезонов. Потом был вторым тренером, работал со сборной Татарстана. В этом году есть изменения и в составе игроков. Вернулись воспитанники Казанской школы водного пола Роман Шепелев и Арслан Закиров. Из волгоградского «Спартака» к нам перешел Иван Васильев. Прошлый сезон «Коссинтез» завершил на 2-м месте. Как сообщило руководство клуба, в межсезонье серьезно укрепились. Задачи самые высокие. Мы должны усилить качество игры, отработать в защите, в нападении, агрессивно, мобильно. Все игроки для меня знакомы, все игроки для меня
родные, и я знаю их потенциал, знаю их возможности, поэтому будем выжимать максимум. Был состав, но за спиной никто не стоял, и конкуренции не было, поэтому не было игроков. Мы взяли иностранца, но так получилось, что он уехал. И когда он уехал, у нас вообще полный был провал. В этом году мы все эти позиции закрыли, должно быть все нормально. На таком уровне нас держат, с такими условиями, которых нету в России вообще точно. В Европе там может по пальцам одной руки пересчитать. Мы не можем их подвести. Порядка 80 юных гонщиков вышли на старт картодрома в Камских Полянах. Накануне здесь прошли традиционные республиканские гонки по картингу и мини-багги на Кубок Таиф НК. На полукилометровой трассе соревновались девочки и мальчики со всей республики. Гонки показали высокий накал страстей, а юные участники – свое мастерство. Звук мотора – первое, что проверяет 11-летний Степан Прохоров на своем картинге перед стартом. Мальчик уверен, многолетние тренировки и усердная работа приведут его к успеху. Поможет и счастливый номер 7 на машине. Занимаюсь картингом я 2 года. Научил меня тренер хорошо ездить, правильно входить в повороты, искать траекторию. Очень хочу занять, хотя бы попасть в 5 и получить хорошие подарки. Через пару минут юный гонщик от слов переходит к действиям и уже на трассе показывает высший класс. Выяснить, кто быстрее, на гонки в Камские Поляны приехали девочки и мальчики из 17 районов республики. Им от 8 до 15 лет. Полукилометровая трасса в Камских Полянах хоть и небольшая, но виражей на ней предостаточно. Это дело интересно, это безопасность на дорогах, это навыки вождения. Эти маленькие дети, столько труда, столько у них заряда, столько доброты. Республиканские гонки по картингу и мини-багги на Кубок Таиф НК – визитная карточка Камских Полян. Здесь они проводятся 13-й раз подряд. В Камских Полянах любят этот вид спорта. Мы гордимся тем, что вот на самом деле в глазах у наших молодых спортсменов мы видим определенный стимул заниматься этим спортом, поддерживать этот спорт и развиваться. Организатором большого спортивного праздника выступила нефтеперерабатывающая компания Таиф НК. Понимая значимость развития детского и юношеского спорта, предприятие берет на себя расходы по организации гонок, обеспечению топливом и призовому фонду. Таиф НК в течение года проходит много спортивных соревнований, много занятий спортом, проводятся соревнования на Кубок Таиф НК по различным видам спорта. Всегда приятно видеть улыбки на лицах детей, участников соревнований. Всегда приятно видеть тот огонь, азарт, волю к победе. Ребята соревновались за каждую долю секунды. И вот самый долгожданный момент. Награждение. Выявили лучших по 4 классам и в командном зачете. Здесь безоговорочным лидером стал Сармановский район. 3 его команды заняли весь пьедестал. Алена Стреминская, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамский район. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Наилем Дяхате. Я с вами прощаюсь. До встречи. Покупаешь в аптеках Фармленд? Там же миллион подарков! Зайди в Фармленд и узнай, какой подарок тебя ждет. Фармленд. Спасибо за подарок. Тяжело платить по кредитам и уходит вся зарплата? А вы знали, что у вас есть законное право не платить по кредитам? Если нечем платить, звоните прямо сейчас. Центр списания долгов ИДЭЛЬ. 8 93 93 100 100. Здравствуйте! Исяммесис. О погоде через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. В Татарстане жара наконец сменилась прохладой, дожди не ожидаются. Везде будет облачно с прояснениями. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево предстоящей ночью будет ясно. Температура опустится до 10 градусов. Днем ожидается около 21 градуса тепла.
В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также облачно с прояснениями. Ночью 8, днем до плюс 21 градуса. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше без дождей. Что касается температуры, то ночью она будет ниже, от 5 до 7 градусов тепла. Днем также чуть холоднее, чем накануне, от 19 до 20 градусов. Примерно такая же погода в Арске, Кукмаре и Балтаси. Синоптики прогнозируют около 6 градусов тепла ночью и 20 градусов днем. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске осадки не ожидаются. Ночью около 10, а днем до 21 градуса тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше малооблачно. Дождей не обещают. Ночью плюс 9, днем теплее, чем в остальных районах, до 21 градуса тепла. И еще одна полезная информация. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Lilians – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. Чтобы продлить лето, до 31 октября мы запустили акцию. Скидка 30% на весь летний товар. Ждем вас по адресам: ТЦ Паркхаус 1 этаж, ТЦ Южный 2 этаж. Казанская швейная фабрика Lilians – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. В Казани погода в предстоящие сутки не будет отличаться от других районов. Осадки не прогнозируются. Ночью около 10 градусов, днем 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный слабый, однако довольно прохладный. Атмосферное давление в норме. Влажность воздуха около 50%. Магнитное поле Земли спокойное. Специализированный застройщик «Акташ Инвестрой» представляет жилой комплекс «Алтын-Яр» на берегу озера Средний Кабан. Продуманные планировки и благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном. При покупке квартиры в августе в подарок скидка до 700 тысяч рублей. Телефон 216 68 68. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68.